Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по кормозаготовке. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. По оперативным данным на сегодняшний день, по состоянию на 17 августа, по всей республике скошено 279 тысяч гектаров. Заготовлено 247 125 тонн сена. В данный момент во всех категориях хозяйств кормозаготовительные компании участвуют 8 725 звеньев и 28 927 человек, в том числе механизированных звеньев 1855, полумеханизированных 4598, конно-ручных звеньев 163, ручных 1925. Выход тракторов составил 10 667 единиц. На сегодняшний день наибольшее отставание от плана на текущую дату наблюдается в горном районе 44% от плана, в связи с тем, что в горном районе было много пожаров. В связи с низким травостоем в Усть-Алданском районе 37%, в Ямяконском районе 32%, в Тампонском районе всего 12%, в Чурапчинском районе 39%. Наибольшее выполнение плана сегодня составляет в Вилюйском районе 76%. В Верхневилюйском районе 67%, значит, в Амгинском районе 66% и в городском округе город Якутск 61%. Имеются предварительные договора намерений у Республики с Амурской областью на приобретение сена в объеме 14 585 тонн и с Магаданской областью 2250 тонн. От районов Республики Саха-Якутия поступило от 17 районов поступило заявки на организацию мобильных бригад. Всего по республике сегодня работает 172 мобильные бригады. План по заготовке сена мобильными бригадами по республике составляет 36 698 тонн. Значит, в текущем году предусмотрены финансовые средства на организацию мобильных бригад в размере 34 миллионов рублей. Также в Амурской области планируется заготовить сено мобильными бригадами в объеме 2400 тонн. С прошлой недели две бригады из Чурапчинского района приступили к работе на территории Амурской области. Это был брифинг оперативного штаба по кормозаготовительной компании, а мы продолжаем. Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. С сегодняшнего дня в Якутске будут базироваться самолеты БЕ-200. Якутский медицинский колледж готовится к открытию новых мастерских по направлению «Социальная сфера». Присоединимся в режиме прямого включения к нашему коллеге Власию Сергееву. 50 уличных и 4 теплых вольера – единственный благоустроенный приют для бездомных собак в городе Лец. Расскажем об этом более подробно. Многофункциональный самолет-амфибия БЕ-200 сел в аэропорту столицы республики после ремонта взлетно-посадочной полосы и принятия ее в эксплуатацию. Самолет будет задействован в борьбе с лесными пожарами. Отметим, взлетно-посадочная полоса в аэропорту столицы республики открылась ночью 17 августа. Рабочая длина полосы составляет 3250 метров, а установленное светосигнальное оборудование соответствует первой категории международных стандартов. Теперь аэропорт способен принимать практически все типы воздушных судов, в том числе самолеты Ил-76 и БЕ-200, задействованные в борьбе с лесными пожарами. Открытие взлетно-посадочной полосы позволит перебазировать самолеты МЧС и Минобороны из Мирного в столицу региона. Отмечается, что с открытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск с сегодняшнего дня самолеты БЕ-200 будут базироваться в Якутске. Авиация МЧС России начинает работать из города Якутск после завершенных ремонтных работ в аэропорту столицы Якутии. Воздушные суда чрезвычайного ведомства теперь могут благополучно совершать взлет и посадку для более быстрого осуществления заправки и тем самым сократить временные показатели на локализацию природных пожаров в центральной и заречной части республики. Также отмечается, что сегодня дополнительно прибудут 2 самолета.
Авиация МЧС России начинает работать из города Якутск после завершения ремонтных работ в аэропорту столицы Якутии. Воздушные суда чрезвычайного ведомства могут благополучно совершать взлет и посадку для более быстрого осуществления заправки и тем самым сократить временные показатели на локализацию природных пожаров в центральной и заречной части республики. По оперативным данным авиалесоохраны на территории Республики Саха-Якутия действует 156 природных пожаров. За сутки ликвидировано 14 на общей площади свыше 37 тысяч гектаров. На тушение задействовано свыше 4 тысяч человек и 759 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств Федерального резерва МЧС России и авиалесоохраны. Пожар номер 22А действует на территории 2 районов республики. Сегодня глава Якутии Айсен Николаев и первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян посетили Намский район. Встретились с работниками, задействованными при тушении данного лесного пожара вблизи Фрунзенского наслега. Далее они отправились осматривать ход работы по борьбе с тем же лесным пожаром уже на территории Наяхинского наслега Усть-Алданского района. Отметим, что согласно оперативным данным, всего в Усть-Алданском районе сегодня тушат 3 лесных пожара на площади 60 200 гектаров, а в Намском районе 2 пожара на площади 3068 гектаров. Здесь хочу сказать, что достаточно серьезная у нас ситуация была и по обоим наслегам. Буквально на прошлой неделе стоял очень серьезные здесь пожары. Но вот благодаря мужеству людей, местного населения, огнеборцев, МЧС, лесопожарных, села удалось отстоять. И сейчас уже пожар открытый находится на расстоянии более 10 километров от населенных пунктов. Сейчас, конечно, идет работа по дотушиванию. Мы сейчас помогаем и с точки зрения новых формирований, и работа авиации в эти дни будет организована здесь. Вместе с тем я хочу особо отметить, что вот самые тяжелые моменты, я сам вот здесь и на Фрунзе мы как раз людей перебрасывали, я здесь летал, видел, как пожар продвигался. Вот именно мужество людей, которые боролись за свои села, боролись, спасая тайгу, она позволила ситуацию переломить к лучшему. Но одно дело руководитель штаба, другое дело непосредственно посмотреть, как это выполняются эти же работы, эти же решения штаба непосредственно в районах. И я считаю, что здесь и руководство, да и само население. Вот, огромное им спасибо за то, что они в первую очередь сами стали в ряды борьбы с огнем. Всегда на Руси тушили пожары сообща. Вот вы это просто и демонстрируете. Поэтому впечатления самые хорошие. В Якутске провели жеребьевку среди кандидатов в депутаты Государственного собрания Ил-Тумен по распределению печатной площади и эфирного времени. Бесплатные и платные площадки будут предоставляться в государственных газетах «Саха-Сире», «Якутия», «Ил-Тумен» и «Забота-Арчи». Помимо этого, эфирное время выделят на телеканалах НВК «Саха», «Якутия-24», «Мамонт», «Россия-1» и «Россия-24», а также на радиоволнах ТТИМ, «Якутское радио» и «Радио России». Напомним, что на дополнительных выборах по Колымо-Индигирскому и Университетскому округам зарегистрировано всего по 5 кандидатов. Жеребьевка у нас проводится в соответствии с законом о выборах народных депутатов. Поэтому эта жеребьевка у нас проводится всегда на выборах, потому чтобы обеспечить равные условия для кандидатов. И те кандидаты, которые не смогли сегодня присутствовать в жеребьевке, за них в жеребьевке приняли участие председатель территориальной избирательной комиссии Самойлова Алла Георгиевна. И по Колымо-Индигирскому вместо кандидатов, которые отсутствовали, в жеребьевку тянула Андреева Екатерина Петровна, член Центральной избирательной комиссии. Более 450 гектаров земли из Федерального лесного фонда сегодня переведены в категорию земель сельскохозяйственного назначения на территории города Якутска. Торжественная церемония подписания документа состоялась сегодня в мэрии столицы. В ней приняли участие депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова, мэр города Якутска Евгений Григорьев и руководитель территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом республики Екатерина Миронова. Передача этих участков
участков земли в собственность столицы стала возможной благодаря упорной, плодотворной и систематической работе парламентария Якутии с федеральным центром. На мероприятии глава Якутска Евгений Григорьев отметил, что с 2011 года очереди на получение земельных участков состояли на учете 10 436 граждан, имеющих 3 и более детей. Из них 3516 реализовали свое право на получение земельных участков. В настоящее время на очереди состоят 6836 граждан, имеющих 3 и более детей. На первом этапе им будет передано 2212 участков. Далее еще больше 1000. Как сообщила наш депутат, работа по выделению земель продолжается. То, что сегодня было сказано мэром города Якутска, о том, что уже подготовка практически идет к обустройству этих земельных участков, я думаю, что это даст определенный стимул и в какой-то степени частично решит эту проблему по предоставлению жилья. И, конечно же, очень важно, что мы дальше с Евгением Николаевичем будем продолжать эту работу. И я надеюсь, та очередь, которая сегодня сложилась в городе Якутске, мы ее сможем решить. Но немаловажно, чтобы эти участки были обустроены хорошей инфраструктурой, чтобы на этих участках были построены красивые дома. И мы сейчас в народную программу сформировали предложение о том, чтобы на федеральном уровне, возможно, была программа, которая бы оказала некую помощь для муниципалитетов в обустройстве земельных участков. По данным Оперштаба Якутии, в республике на 17 августа выявлен 141 новый случай коронавирусной инфекции. 79 случаев в Якутске, в Мегино-Кангаласском и Нерюнгринском районах по 7 случаев, в Алданском, Вилюйском, Мирнинском районах по 6 случаев, по 5 случаев в Амгинском и Намском районах, 4 в Сунтарском, по 3 заболевших в Кобяйском и Усть-Алданском районах, по 2 случая в Алекминском и Хангаласском районах, в Алайховском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Татинском, Тампонском и Чурапчинском районах по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 1028 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 305 253 теста. Ежедневно через приемное отделение пульмонологии Якутской республиканской клинической больницы проходит порядка 20 пациентов с коронавирусным заболеванием. Работа не прекращается ни на минуту. Основные потоки поступающих людей проходят через приемный покой. Туда поступают по направлениям поликлиники, скорой помощи или других стационаров. В само пульмонологическое отделение ложатся пациенты с тяжелой формой заболевания. Оно рассчитано на 40 коек, но в связи с пандемией там размещается около 50 пациентов. В связи с отпусками, с приездами, вылетами в разные регионы России идет сейчас подъем заболеваемости. И сейчас ковид такой идет в тяжелой форме, летальность повысилась. Поэтому берегите себя, вакцинируйтесь обязательно. Потому что вакцинированные, они переносят легче. Якутский медицинский колледж готовится к открытию новых мастерских по направлению «Социальная сфера». Введение этих мастерских обеспечит практическую подготовку обучающихся в соответствии с современными стандартами. Подробнее расскажет мой коллега Власий Сергеев. Он выходит сейчас с нами на связь из медицинского колледжа. Власий, на каком этапе находится подготовка мастерских? Надежда, приветствую. Работа по подготовке всех 4 мастерских практически завершена. Сейчас мы находимся в здании общежития колледжа. И здесь расположились мастерские по 3 направлениям. Это медицинский и социальный уход, лабораторный медицинский анализ и лечебная деятельность. Непосредственно мы в помещении последней как раз таки компетенции находимся, и мы можем увидеть наличие различных тренажеров. Например, мы на стоечке видим тренажер для отработки навыков внутренних инъекций. Также мы видим
Слева тренажеры для промывания желудка и также введения трахеальной трубки. И мы видим то, что все здесь, конечно же, оборудовано на достаточно высоком, конечно же, уровне. Но помимо этого в учебном корпусе базируется 4-я мастерская, это ортопедическая стоматология. Отмечу, что открытие всех мастерских планируется провести 23 августа в рамках августовского совещания Министерства образования и науки Республики. Но я напомню, что введение всех этих 4 мастерских стало возможным благодаря тому, что Министерство просвещения России провело отбор субъектов на предоставление субсидии из федерального бюджета в рамках проекта «Молодые профессионалы». Вот как раз-таки по итогам этого конкурса Якутский медицинский колледж стал обладателем гранта по направлению социальная сфера. Ну и непосредственно после этого вот началась работа по подготовке 4 новых мастерских. Ну а подробнее о работе и перспективах этих самых 4 новых перспектив нам расскажет заместитель директора медицинского колледжа по учебной работе Анастасия Степанова. Итак, Анастасия, добрый день и расскажите вообще, как же у нас проходила работа по подготовке и насколько мы готовы на сегодняшний день. В 2021 году колледж стал победителем федерального проекта «Молодые профессионалы». Благодаря этому у нас открываются 4 мастерские. Это медицинский социальный уход, лечебная деятельность фельдшер, лабораторный медицинский анализ и стоматология ортопедическая. Приобретено учебно-производственное, программно-методическое и учебно-лабораторное оборудование на сумму 14 миллионов 510 тысяч рублей. Благодаря приобретенному оборудованию колледж значительно повысит практическое обучение студентов, слушателей, профориентационную работу школьников и также повысит дополнительное профессиональное образование. На сегодняшний день готовятся к финалу национального чемпионата у нас 3 участника по компетенции лечебная деятельность фельдшер, лабораторный медицинский анализ и эстетическая косметология. Я хочу отметить, что компетенция лечебная деятельность фельдшер, где мы сегодня находимся, является компетенцией, разработанной преподавателями Якутского медицинского колледжа. Менеджер компетенции по России является преподавателем колледжа Сафронова Татьяна Николаевна. Главный эксперт – это я, Степанова Анастасия Дмитриевна. И вот мы собираемся защитить республику на всероссийском уровне. Ну, действительно, стоит отметить, что, да, действительно готовятся наши ребята, да, вот вылететь на финал WorldSkills. И хотелось бы, да, вот отметить то, что вот действительно у нас есть оборудование, а кто же будет учить пользоваться вот этим самым оборудованием? У нас преподаватели обучены и имеют сертификаты эксперта с правом проведения регионального этапа, с правом проведения демонстрационного экзамена. Они же будут обучать наших студентов, слушателей и школьников республики, населения. Также наши студенты и школьники могут участвовать, и даже работники могут участвовать в конкурсах профессионального мастерства WorldSkills Россия и во Всероссийской Олимпиаде. Ну что ж, Анастасия Дмитриевна, мы благодарим вас и желаем вам удачи в дальнейшей работе, ну и, конечно же, в финале WorldSkills. Ну что ж, телезрители, прежде чем попрощаться, я хотел бы отметить, что вот по итогам, да, вот конкурса республика в общей сложности выиграла грант на создание 28 мастерских в 2021 году. Так, новые мастерские, помимо вот данного медколледжа, будут введены в техническом колледже в Мирном, Южно-Якутском технологическом колледже в Нерюнгри, Жатайском техникуме, в Верхневилюйском техникуме и колледже инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Ну а у меня на этом все. Я передаю слово студии. Благодарю, Власий. Напомню, с нами на связи был наш корреспондент Власий Сергеев. В Якутске 18 августа будет отключена вода с 22 часов до 7 часов утра следующего дня. Отключение водоснабжения связано с ремонтными работами в рамках плана подготовки к осенне-зимнему периоду. Без воды в указанное время останется весь город.
Единственный в республике благоустроенный приют для собак, построенный на муниципальные средства, находится в Ленске. Это 50 уличных и 4 теплых вольера. Здание с тепло- и водоснабжением, туалетом, помещениями под кухню и операционную. Благодаря этому собак на улицах Ленска становится меньше, но муниципальное имущество быстро приходит в негодность. Подробности в материале Анны Кожевниковой. Это единственный в республике приют для собак, соответствующий всем требованиям, снабженный теплом, холодной и горячей водой, а также помещением для операционной, которую планируется оборудовать в ближайшее время. И все бы хорошо, но это муниципальное имущество, построенное за казенные деньги, сегодня находится в состоянии далеком от идеального. В очередной раз с проверкой прибыла комиссия городской администрации. Еще в середине мая подрядчикам по отлову собак было вручено предписание о необходимости приведения здания и территории в соответствии с санитарными нормами. Сегодня выдано повторное. Был выявлен ряд нарушений антисанитарных правил. Это содержание, нахождение мусора, строительного мусора. Был деформирован забор, это в ходе уборки этим предприятием. Входная дверь, если не будут выполнены предписания, будем реагировать в дальнейшем путем привлечения к административной ответственности. На содержание бездомных животных в этом году выделено свыше 5 миллионов рублей. Для сравнения, питание школьника обходится 89 рублей в сутки, а собаки почти в 300. Поэтому и контроль за выполнением всех требований строгий. Ответственности подрядчик не отрицает. К тому же улучшенным условиям рады. Если сравнивать, как это было в 2019 году, когда в самом начале нашей работы, то и как это сейчас, это, конечно, небо и земля. Здание в безвозмездное пользование передается в рамках контракта по отлову. И, соответственно, мы должны его поддерживать в соответствующем виде, что-то где-то улучшать, дополнять, там уже такие вещи, нюансы по содержанию, будки, не будки, вот такие вещи, постоянно текущий ремонт проводить, потому что все-таки собаки, они очень часто много чего портят, ломают. Неполадки обещали устранить в ближайшее время. Сегодня на улицах Ленска собак меньше не становится. Сами подрядчики обратили внимание, что жители отдаленных микрорайонов, таких как Чанчик 1 и 2, Звездный, Ханайдах, не подают заявки. Обращаться можно по телефону 8 924 895 04 78. Конечно, уход за животными довольно-таки хлопотное предприятие, особенно за больными. В приют часто приходят волонтеры, за что руководитель некоммерческой организации «Уши, лапы и хвосты» выразила благодарность. Но как бы ни было тяжело справляться, соблюдение санитарных требований никто не отменял. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.